Хроника тюркско-татарских государств. Рассвет, упадок, возрождение. В книге рассматриваются причины появления, расцвета и гибели тюрко-татарских государств. Сделана попытка выявления основных фаз исторических процессов на евразийском пространстве. Дан краткий обзор многочисленных тюркских государств с древнейших времен до сегодняшнего дня. Выпуск 38. Казан вилаяты. Казанское ханство. 1438-1552 годы. Татарские юрты. Государство. Осенью 1937 года бывший золотоордынский хан Улуг Мухаммад откочевал на Волгу и, захватив город Казань, провозгласил себя ханом Казанского вилаята региона, номинально подчиненного великому хану Сарая. Ханство занимало среднее течение Волги и почти весь бассейн Камы. Граница ханства доходила на западе до бассейна реки Сура, на востоке до реки Иг, на севере до Вятки и Пермской земли, на юге до Самарской Луки. Казанское ханство, помимо бывшей Волжской Булгарии, включало в себя земли ватяков, черемисов, чувашей, частично башкир, мордвы. Оно состояло из даруг, округов Алатской, Арской, Галицкой, Зюрейской, Ногайской. Дороги объединяли земли нескольких поселений. Крупными городами были Казань, Алат, Арча, Булгар, Жукетау, Кашан, Иски-Казан, Зюри, Лаиш, Тетюш. Ближайшие советники, эмиры хана, были командующими войсками. Совет Диван, в котором заседали советники Караче, формально ограничивали власть хана. Титул Караче принадлежал главам знатнейших татарских родов – Ширин, Барын, Мангыт, Кыпчак – и передавался по наследству. Караче по своему положению были не только ближайшими советниками, но и фактическими соправителями казанского хана. Зачастую ханы оказывались лишь игрушками в руках враждующих партий татарской знати. Остальные слои казанской знати были беки, князья, мурзы, дворяне и инородческие князья. Беки стояли на ступень ниже эмиров в социальной структуре. Младшими сыновьями беков были мурзы. Еще ниже стояли огланы, уланы, командиры конных отрядов, командовавшие простыми воинами, казаками. Казаки, в отличие от эмиров, беков и огланов, имели небольшие участки земли. Крупные, а иногда и мелкие владения за особые заслуги освобождались от налогов. Их называли тарханами. Мусульманское духовенство обладало огромным влиянием. Духовный глава сеид играл важную роль в управлении государством. Хан должен был учитывать его советы, а иногда и прямые указания. Глава государства пешим выходил встречать едущего на коне сеида, а в официальных документах имя сеида указывалось перед именем хана. Духовенство также располагало крупным имуществом и землями. Высшим законодательным органом был Курултай, созывавшийся в исключительных обстоятельствах. На нем присутствовали представители трех важнейших слоев населения – духовенство, войско и земледельцы. В русских источниках Курултай назывался «Вся земля Казанская». Для управления ханством правительству требовался штат чиновников, отвечавший за сбор налогов и податей. На территории ханства располагались заставы и таможни. Регулярно проводилась перепись населения ханства. К числу представителей податного непривилегированного сословия относились простые городские и сельские жители, торговцы, ремесленники, вольно-наемные работники, крестьяне.
В ярлыке Сахиб-Гирея упоминается 13 видов налогов и податей, которые должны были платить эти группы населения, но от которых были освобождены тарханы. Ясак – 10% подоходный налог, клан – оброк, салык, кулуш, култыка, бач, харадж, хараджат – торговый налог, сала-хараджи – деревенский налог, ер-хлясы – земельный налог, тютын – санасы, подать с трубы, сусун – продовольствие, гулюфа – фураж и постой. Также известно существование и других податей. Тамга – пошлины на товары, весовый сбор и прочие. Наделы земледельцев обрабатывались зависимыми крестьянами – кши. Также для обработки земли привлекались военнопленные, которых закрепляли за поместьями. По истечении 6 лет пленный становился свободным, но не имел права покидать территорию государства. Население ханства занималось не только земледелием, но также торговлей. Благодаря удачному географическому положению ханства Казань с древних времен была одним из центров торгового обмена. Государство имело прочные торговые связи с Московией, Персией, Кавказом и Средней Азией. Широкую распространенность получила в Казанском ханстве письменность на основе арабской графики, появившаяся в крае еще в начальный период Волжской Булгарии и явившаяся основой грамоты в Золотой Орде. Обучались, как и прежде, в мектебе и медресе. Грамотность среди населения ханства имела широкое распространение. Высокого уровня достигла культура, в частности, литература. В Казанском ханстве шла борьба между промосковской и прокрымской партиями. Московское княжество не раз пыталось подчинить Казань своему влиянию, посылая войска и стараясь посадить на престол лояльного хана. В свою очередь, Казань не раз вторгалась в земли Московии и даже вынудила Василия III к подписанию унизительного договора. В свою очередь, Москва не раз вторгалась в земли Казанского ханства. В 1487 году была взята Казань, и на Казанском престоле появился московский ставленник Мухаммад Амин, который правил в Казани до 1495 года. Ханство фактически было превращено в российский протекторат. Иван III смог уже формально, а не только фактически, повысить свой государственный статус. Выплата дани в Казань была прекращена. Московский государь добавил в титул формулу «князь Булгарский». В переписке казанский хан стал называться братом, то есть равновеликим монархом. Череда смены ханов завершилась военным походом Ивана IV в 1552 году и осадой столицы ханства. Казань была взята штурмом, значительная часть населения перебита, а сам город сгорел. Казанское ханство прекратило свое существование. Казанское царство стало частью России и возглавлялось российским царем, получившим титул «Царь Казанский». Административно оно управлялось так называемым приказом Казанского дворца в Москве. После территориально-государственной реформы Петра I в 1713 году на месте Казанского царства появилась соответствующая губерния. Конец выпуска. Продолжение следует. Давам Абар.